Доброе время суток. Рад встретиться и с теми, кто регулярно смотрит передачи Канашской студии телевидения в рубрике «Кто в доме хозяин», и с теми, кто только что впервые присоединился к нашему кругу телезрителей. Пришло время сосредоточиться на законных способах коллективного отстаивания прав собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах на надлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг. Жилищное законодательство Российской Федерации, в отличие от законодательства СССР и РСФСР, изначально исходит из того, что в условиях капитализма большинство собственников комнат в коммунальной квартире, комнаты в многоквартирном доме отстоять свои права самостоятельно не в состоянии. Причина на поверхности. Не менее 1/3 из их общего количества стали собственниками жилого помещения в результате, в кавычках, «щедрого дара». Передача им в собственность жилья в домах, сроки капитального ремонта в которых к моменту приватизации уже истекли, так что на новоявленных частников с этим даром вдруг свалилось и бремя содержания не только своей квартиры или комнаты, но и общего имущества всего многоквартирного дома. Большинство из новых собственников уже в 90-х годах прошлого века были пенсионерами. И сейчас пенсионерами являются около половины всех собственников помещений, и лишь немногие из них могут похвалиться дипломами о высшем юридическом образовании. А вот многие собственники зрелого возраста, ставшие таковыми по наследству или купившие квартиры, похвалиться такими дипломами могут, но вот использовать свои юридические знания для отстаивания хотя бы своих личных интересов или не находят времени и сил, или не могут. Не будет преувеличением, если скажу, что в части жилищного законодательства юридическая грамотность основной массы собственников помещения как в каждом многоквартирном доме, так и в целом по городу не на должной высоте. И при этом мало кто из них пользуется юридическими услугами специалистов в сфере гражданского и, в частности, жилищного законодательства. Поэтому не удержусь и снова задам вопросы, ответ на которые могу дать и сам. Помните ли вы, когда в последний раз юридические консультации, семинары по вопросам управления домами, содержания и ремонта общего имущества, текущего и капитального ремонта проведены по администрации города, руководству управляющих и ресурсоснабжающих организаций нашего города? Участвовали ли они хоть в одной передаче Канашской студии телевидения в рамках рубрики «Кто в доме хозяин»? Граждане, чьи права безнаказанно нарушаются, объединившись на основе своих вполне справедливых требований, нередко вместо организованной силы превращаются в толпу довольно часто неуправляемые. А толпе свойственно быстро забыть, ради чего она образовалась. Вот почему законодателю пришлось издать жилищный кодекс и другие законы в сфере ЖКХ, в которых, в отличие от многих других сфер, например, трудовых отношений, предусмотрено не только право, но и обязанность собственников помещений определять порядок и способы управления своим домом решениями общего собрания собственников помещений. То есть за основу взята поговорка «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Конечно, вполне демократично. Имеются в виду руки
поднимаемые при голосовании. Этому посвящены 7 статей Кодекса, с 44 по 47, раздел 8 «Управление многоквартирными домами», статьи 161, 165. Не впервые напоминаю, созыв собрания собственников обязателен для избрания совета многоквартирного дома, выбора способа управления домом и выбора управляющей организации или создания товарищества собственников жилья, а также ежегодно для обсуждения отчета управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом за предыдущий год. Условия договора управления МКД, о которых я много раз говорил ранее, вправе утвердить только общее собрание собственников помещений. И только в том случае, если собственники помещения не выполняют своих обязанностей по управлению многоквартирным домом, в это дело вынужден вмешаться орган местного самоуправления. У нас это администрация города Канаш. О своей законопослушности мы можем судить по тому факту, что для более чем 340 многоквартирных домов города управляющие организации были выбраны не самими собственниками помещений в МКД, а в результате открытых конкурсов, проведенных администрацией города. В одной из предыдущих передач я уже говорил, что обязанность по избранию совета многоквартирного дома не исполнена собственниками помещений более чем в 200 многоквартирных домах. Но за полгода мало что изменилось. Администрация города не инициировала ни одного собрания в целях принуждения собственников помещений к избранию совета многоквартирного дома или созданию товарищества собственников жилья. А это ее обязанность, закрепленная частью 2 статьи 161.1 Жилищного кодекса. Канашская межрайонная прокуратура занята более важными делами. Трудно поверить, что меньше чем в 10 МКД во всем городе собственники на своих собраниях приняли правомочные решения о переходе к внесению платы за конкретные коммунальные услуги или за все из них непосредственно в конкретные ресурсоснабжающие организации, за обращение с ТКО непосредственно региональному оператору ООО МВК «Экоцентр». Соответствующие требованиям Жилищного кодекса решение о заключении с каждым собственником помещения, действующим в своих интересах, договоров, содержащих положение о предоставлении коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями по отоплению ГВС, СМПУ, КЖКХ, ХВС, СМУП «Водоканал», водоотведение, СМУП «Каналсеть», электроснабжение, САО «ЧСК», обращение с ТКО с ООО МВК «Экоцентр» принято еще меньше. Какое моральное право мы имеем требовать законопослушность от своих управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а от надзорных органов привлекать их к ответственности за нарушение договорных обязательств, если сами этих договоров в глаза не видели? Самобичеванием, конечно, можно заниматься долго, но пора выполнить свою задачу – предложить конкретные реальные пути решения проблем с отоплением квартиры и дома. Добейтесь, чтобы на информационных стендах в офисе управляющей организации в идеале в каждом подъезде дома была в полном объеме размещена информация, подлежащая раскрытию управляющей организации и МП УК ЖКХ. О своих претензиях к управляющей и теплоснабжающей организациям, обоснованных положениями законов,
нормативных правовых актов и договоров заявить целесообразно прежде всего ближайшему субъекту общественного контроля – Совету многоквартирного дома, именно вашего, своего дома. Не забыть предложить председателю Совета организовать комиссионную проверку сообщаемых вами фактов нарушения закона о теплоснабжении, правил организации теплоснабжения, правил предоставления коммунальных услуг, договора теплоснабжения, договора управления многоквартирным домом. Добиться, чтобы в состав комиссии были включены, кроме члена СМКД, специалистов управляющих организаций МПУ КЖКХ и собственники помещения в вашем доме, компетентные в вопросах отопления. Настаивайте, чтобы акт проверки был рассмотрен на расширенном заседании Совета многоквартирного дома с участием членов комиссии, служащих сектора муниципального жилищного контроля администрации города. Решение Совета лучше довести и до Канашской межрайонной прокуратуры, и до Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики. В случае бездействия Совета многоквартирного дома следует добиваться, чтобы в повестку дня годового или внеочередного общего собрания собственников помещений были включены отчеты Совета многоквартирного дома о своей деятельности. Имейте в виду, что общее собрание вправе переизбрать Совет и его председателя и до истечения сроков их полномочий. Очень хочется, чтобы те советы многоквартирных домов и их председатели, которым жители дома доверили принятие управленческих решений между общими собраниями и повседневный общественный контроль за соблюдением требований законодательства всеми сторонами правоотношений, смогли бы доложить собранию о реальных положительных результатах своей деятельности. Выделенное для данной передачи время истекает. В следующий раз планирую сосредоточиться на отдельных правовых основах взаимоотношений потребителей коммунальных услуг не только по отоплению и горячему водоснабжению с единой теплоснабжающей организацией, водоснабжающей организацией, энергоснабжающей организацией и другими организациями. Всего наилучшего, дорогие телезрители. До свидания.